أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, обращаясь к нам, что кто будет врагом Джабраилю, Исрафилю, Микаилу и его посланникам и книгам, которые он не спаслал, тот он станет врагом Аллаха. То есть Аллах Субхану ва Тааля требует от нас уверовать, кроме того, что мы уверовали в Аллаха, в Него самого, во Всевышнего. Он требует еще, чтобы мы уверовали во всех Его ангелов и во все те книги, которые Он не спосылал, начиная от Адама. Что же за книги? Сначала это были свитки, то есть Аллах Субхану ва Тааля не спасал 10 свитков для Адама, для нашего праотца. И по этим свиткам, по этим законам и правилам, которые были определены Адаму, люди начали свою жизнь на земле, то есть распространились от Адама и Евы, и распространились по земле, и Адам, наш праотец, начал объяснять им, как должен жить человек для того, чтобы обратно вернуться в рай, откуда он был ниспослан на землю. И после этого, после смерти Адама на земле воцарилось некое нечестие, но с приходом Шиса, алейхиссалям, Аллах Субхану ва Тааля очистил посредством пророка Шиса землю от неверия, от зла, нечестия и неверия, и не спаслал Шису 50 свитков. Исходя из этих законов и правил, которые были определены в этих 50 свитках, Шис начал объяснять людям, как нужно жить, как они должны взаимообщаться, как они должны поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, как они должны жить на этой земле для того, чтобы за полученные вознаграждения, из-за своего поклонения и из-за того, что они признают Аллаха и живут по Его канонам, чтобы они опять-таки смогли достичь Его милости, называемой раем. После этого Идрис, алейхиссалям, получил от Аллаха 30 свитков, то есть те законы и правила, которые уже отличались от Адама и от Шиса, но шариат остался один и тот же. То есть из-за того, что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что в это время люди изменились. Идрису я научил управлять иголкой, и он начал ткать ткань и начал шить одежду, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Мы его научили, он был из наших приближенных рабов, он был из тех, которых мы подняли над мирами и подняли на самую верхнюю ступень и вознесли его к небесам, на второй свод небес, как объясняет Мухаммад ﷺ. Значит, до Идриса еще люди, как объясняется в Кисасуль Анбия, в истории пророков, люди еще носили звериные шкуры, и люди еще не могли шить себе одежду. С приходом Идриса Аллах Субхану ва Тааля сделал человеческой цивилизации еще один шаг, и их поднял еще на одну ступень. Ибрахим, алейхиссалям, получил от Аллаха 10 свитков. Итого все вместе Адам 10 свитков получил, Шис 50, Идрис 30, Ибрахим, алейхиссалям 10 свитков. Итого все вместе это 100 свитков. Об этом упоминает Мухаммад алейхиссалям. Всего было ниспослано 104 книги, говорит он. Даже говоря про свитки, он говорит, что это книги. Но из них 100 свитков и остальные 4 книги. Ибрахим, алейхиссалям, как мы знаем, он был другом Аллаха. И Аллах Субхану ва Тааля опять его посредством Ибрахима, алейхиссалям, поднял человеческую цивилизацию еще на одну ступень. Может быть, до этого, как говорится в некоторых риваятах, в некоторых хабарах, что до Ибрахима, алейхиссалям, люди разговаривали на одном
языке с приходом Ибрагима, алейхиссалям, Аллах Субхану разделил на людей, на нации. Как мы знаем, во время Нуха, алейхиссалям, люди были разделены на расы, если мы сейчас с нашего сегодняшнего современного взгляда, если мы обратимся к истории пророков, потому что Нух, алейхиссалям, у которого были 3 сына, Сам, Хам и Яфес, как мы знаем, что 3 расы человеческие произошли из этих 3 его сыновей. Это мы как бы считаемся наследниками Яфеса. И Ибрагим, алейхиссалям, с приходом Ибрагима, алейхиссалям, Аллах Субхану Тааля, опять-таки в некоторых книгах по истории пророков, основываясь на мнениях прежних ученых, времен табиинов, времен сахабов, говорится, что Аллах Субхану Тааля сделал людей одной нацией. Они начали разговаривать на разных языках. То есть они были одной нацией, они начали разговаривать на разных языках. И Аллах Субхану Тааля после этого уже ниспослал книгу Таурат Мусе, алейхиссалям. Что же там написано в этой книге, в Таурате? Как мы знаем, Аллах Субхану Тааля разговаривал с Мусой, алейхиссалям. Он его так и назвал, Калимуллах, то есть тот, который общался с Аллахом. И Аллах ниспослал ему скрижали из рая, дощечки, на которых были написаны законы Аллаха. И люди должны были жить по этим законам. И начали жить по этим законам. И спаслись дети Израилевы от многих бед. То есть после этого Аллах Субхану Тааля ниспослал еще и Забур, псалмы для Дауда, алейхиссалям. После этого был ниспослан Инджиль, Иса, алейхиссалям, то есть Евангелие, как мы знаем. И Иса, алейхиссалям, пришел, как мы знаем, с любовью, состраданием. Если в Таурате у Мусы, алейхиссалям, четко определено око за око, зуб за зуб, и четкие такие строгие правила. И первые, может быть, это как бы люди образовались, какое-то такое общество жесткое, наподобие какого-то цельного государства, то после прихода Иса, алейхиссалям, он сказал, что кроме таких строгих законов для людей еще должна быть и любовь, сострадание. После этого Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, был ниспослан Коран, который собрал все прежние 100 свитков и прежние 3 книги в себя. То есть, читая Коран, мы можем прочитать там послания для Адама, алейхиссаляма, и для Шиса, алейхиссаляма, и все те послания, которые были посланы для Идриса, Ибрагима, алейхиссалям. И там мы можем найти и те послания для детей Израилевых, которые Аллах Субхану Тааля ниспослал в Таурате. Это если мы посмотрим сура Бакара, где рассказывается о жизни и о приказах Аллаха для Бани Исраиль. Или если прочитаем суру Аль-Касас, или же Таха, в этих сурах полностью Аллах Субхану Тааля показывает нам, что написано в тех прежних книгах, или же даже не читая Евангелие, мы можем понять, как Аллах обращался к тем детям Израиля, к которым пришел Иса, алейхиссалям. Стоит нам прочитать суру Аль-Имран или суру Марьям, то мы поймем, что да, действительно, все прежние книги, будь то Евангелие, Таурат, или будь то прежние свитки, Забур, Псалмы, они все включены в Коран. И это доказательство тому, что все книги – это божественные книги. И Аллах Субхану Тааля говорит, если кто-то не уверует в книги, тот не уверовал в меня. То есть он входит в куфр, он становится кафиром. Многие сегодня говорят, что там видоизменено, что-то там, прежние книги, какие-то изменения внесены, не внесены. Это не наше дело это рассуждать. Потому что мы, мусульмане, читаем Коран.
И читаем все прежние книги, исходя из Корана. То есть мы не читаем их книги, даже если читаем, например, для того, чтобы для ознакомления, но мы воспринимаем все это как божественные книги, но не как призыв к действию для мусульман, призыв к действию для богопоклонения, как поклоняться Всевышнему Аллаху, у нас определено в Коране. И не рушит мосты Коран, отрицая прежние книги. Никогда одна книга не отрицала прежнюю книгу. Сухуфы, свитки Шиса, алейхиссалям, ни за что не отвергали свитки, которые были ниспосланы Адаму, алейхиссалям. И свитки Ибрахима не отрицали свитки Идриса, алейхиссалям. То же самое Забур никогда не отрицал Тору. То же самое Евангелие никогда не отрицало Тору. И то же самое Коран никогда не отрицало все прежние 3 книги и 100 свитков. Наоборот, дополняло. Как же может отрицать, как же может Аллах Субхану ва Тааля не спосылать постоянно для человеческой цивилизации постоянно свои приказы и правила, и законы, и как же, неестественно, и не может быть такого, чтобы он одному народу давал одного типа приказы и повеления, другому обществу, другой общине давал другие. Нет. Мухаммад саллаллаху говорит, что все те прежние книги – это только дополнение, и Коран полностью объединил все те приказы и повеления Аллаха, которые были ниспосланы всей человеческой цивилизации. И нам стоит поверить, что все эти книги, предыдущие книги – это божественные законы. Но, еще раз повторяюсь, мы сегодня, как мусульмане, мы признаем Коран и читаем все эти книги, прежние книги в Коране, в тех сурах, которых мы назвали, мы находим все те приказы и повеления, которые были ниспосланы для аль-китаб, то есть для людей Писания. И стоит ли спорить сегодня, чья религия лучше или чья книга лучше, правильнее или неправильнее? Это будет из того, что из области фантазии человека. Только не поклоняющийся человек, только искренне неверующий человек начнет искать какие-то ошибки в других людях, в других каких-то писаниях или в чем-то, или в чем-то. Искренне верующий человек, он, несмотря ни на что, поклоняется своему хозяину, Творцу, Господу, Всевышнему, Аллаху. У него нету времени, никакого времени для того, чтобы рассуждать или анализировать о том, что было ниспослано прежним пророком в прежних книгах. Для него есть Коран. Коран, который действительно чудо, это первейшее чудо пророку Мухаммаду, ниспосланные от Аллаха, и одно из тех многих чудес, которые Аллах Субхану ва Тааля ниспослал как свою милость для нашего пророка, для господина пророков, Сайид аль-Амбия Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И Коран – это та книга, посредством которой не разрушаются горы, не рубятся деревья, а посредством которого разрушаются каменные твердыни сердец людских. Читая и впитывая божественный свет через Коран, у человека смягчаются сердца, успокаиваются сердца. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, что неужели от чтения Корана и воспоминаний Аллаха у вас не успокаиваются ваши сердца? Был случай такой. Абу Муслим Сафтар когда-то плыл на одном корабле, и все было спокойно, и вдруг ни с того ни с сего началась буря. Все впали в панику, не зная, что делать. Среди нас, говорит Абу Муслим, был один такой человек, деревенский человек, простенький человек, и у него в руках был мусхаф, книга, Коран. Он сидел спокойно,
И потом, когда буря стала неимоверной, невыносимой, он встал на ноги, поднял на руках Коран и обратился к Аллаху. «О Аллах!» – крикнул он. «Неужели, если к тебе придет кто-то и обратится с той запиской, которую ты послал, гарантируя ему всяческую милость, и если этот человек с этой запиской, с этим писанием, с этим письмом обратится к тебе, неужели ты не обратишь на него внимание и не смилостивишься, и не гарантируешь ему здоровье, и не гарантируешь ему безопасность? Я обращаюсь к тебе с тем писанием, с тем письмом, которое ты ниспослал нам, и с которым ты повелел нам обращаться к тебе, к самому. Ты тот, который принимаешь это гарантийное письмо. Помоги нам, утихомирь эту бурю». И Абу Муслим Сафтар говорит, вмиг в это время море успокоилось, и это было какое-то чудо. И мы поплыли дальше и достигли конечной цели. То есть Аллах Субхану ва Тааля посредством своей книги не только успокаивает сердца, но и успокаивает все те свои творения, которые Он сотворил на земле. То есть мы должны веровать во все Писания, которые были ниспосланы, начиная от Адама и заканчивая пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Все это божественная милость. Все эти книги – божественные писания. Если у нас возникнет какое-то сомнение в душе по отношению к этим писаниям, то Аллах может отвернуться от нас и разгневаться на нас. Да убереги Аллах нас от своего гнева и всели нас в сады своей милости, называемые рай. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар. Аллаху акбар.